23 февраля 1944 года. Эта дата хранится в памяти каждого представителя ингушского народа. Самые юные жители нашей республики также решили не оставаться в стороне. В актовом зале школы-лицея Магаса сегодня необычайно тихо, несмотря на заполненное помещение. На сцене дети показывают небольшое театрализованное представление и, кажется, сами уходят во времена событий 44-го. Роли отрепетированы и сценка сыграна. Впечатление на собравшихся она, несомненно, произвела огромное. Несмотря на то, что все дети знают об этой памятной дате, каждый раз она воспринимается по-новому. Потом уже дети читают стихотворение. Разумеется, тематика сегодняшнего мероприятия не праздничная. Дети не хлопают в ладоши, а трепетно воспринимают происходящее. Тишина в зале и пронзительные голоса школьников, так ответственно готовившихся к своему выступлению, искренне радуют учителей. По словам классного руководителя, организовать все это особого труда не составило. Дети сами изъявили огромное желание участвовать в выступлениях. Поэтому и результат налицо. Неполадки с микрофоном не останавливают и не смущают ребят. Мы им рассказываем, нашим детишкам, как все было, как происходило. И сегодня вот в какой-то мере наши дети покажут какие-то сценки, песни споют, как они видят эти прошедшие события. А юные зрители в один голос восторгаются риторикой и эмоциональностью своих друзей. В следующем году они и сами планируют попробовать себя в этом непростом деле – выступлении на сцене. Мне очень понравилась сценка. В следующем году я хочу быть стариком. Ну, спектакль очень красивый был, очень понравился он мне. 23 февраля – это вообще незабываемое время. Тогда ингуши воевали за нашу родину, об этом забыть нельзя. Поэтому мне нравилось, я смотрел. В завершении по традиции совместное фото. В качестве бонуса детям раздали фрукты. По словам организаторов, главная задача сегодняшнего мероприятия – дать знать о том, что мы не забываем свою историю, выполнена. А это самое важное. Тамерлан Хакоев, Сухок Усиев, Новости 24.